А 4 июня подопечные Сергея Шишкина в рамках заключительного тура принимали футбольный клуб «Сибиряк» из города Братск. С первых минут матча Якутия организовала пару моментов у ворот гостей. Собравшаяся толпа с нетерпением ждала настоящего зрелища в последнем матче первенства. И это зрелище началось на 12-й минуте встречи. Идет подача в штрафную. Далее Евгений Смирнов скидывает мяч на Алексея Горелова, который без труда расстреливает ворота Рахматуллина. 1-0. Спустя 5 минут хозяева поля укрепляет преимущество. Подачу со стандартного положения головой замыкает Александр Булановский. 2-0. При лидерстве в 2 мяча Якутия даже не задумывалась успокаиваться и избавлять обороты. Как раз таки наоборот. Атак у хозяев было больше, в одной из которых Алексей Горелов чуть не оформляет дубль, но Байкал выручает перекладина. Чуть позже Алексей зарабатывает штрафной. Сергей Федотов бьет сильно и хитро, вынуждая Рахматуллина ошибиться. Чем моментально воспользовался 13-й номер Якутии. 3-0, Горелов оформляет дубль. Далее опаснейший момент был у Федотова, но мяч буквально с ленточки выносит Артем Козлов. Якутия проводила весь матч в атаках. Концовкой этой стал блестящий удар Антона Савченко и не менее блестящий сейф Рахматуллина, который не без труда переводит мяч на угловой, с которого и через мгновение Николай Шабонин вколачивает 4-й мяч якутян. 4-0. Второй тайм также начался с атак подопечных Сергея Шишкина, но забить удалось гостям. Резвую контратаку, раскидав нескольких защитников, завершает Михаил Пасканян. 4-1. Якутяне ответили практически сразу. И снова угловой, и снова головой, и снова Булановский. 5-1. А в этом эпизоде вышедший на замену Кирилл Кулешов завершает досадный промах. Якутия продолжает доминировать. 6-й мяч хозяев поля на свой счет записал Михаил Немцов. Немножко позже первый номер Байкала огорчает уже Кулешова. Ближе к концу игры удача вновь оказывается на стороне Байкала. Мяч после удара головой Федотова попадает в перекладину. Помимо удачи на стороне гостей был и Рахматуллин, который, безусловно, являлся одним из ключевых игроков Байкала в этом матче. Отметим, что это была дебютная игра для вратаря гостей. Секунды до конца встречи Кулешов касанием выводит Савченко на рандеву с Рахматуллиным, но последний снова выручает. Далее мяч доходит до Немцова, который зарабатывает пенальти. А Сергей Федотов с точки устанавливает итоговый счет встречи. 7-1, Якутия у себя громит Сибиряк. Потрясающее завершение сезона. По итогам всех сыгранных 24 игр первенства наша команда набрала 35 очков и завершает этот сезон на 6-й позиции в турнирной таблице. Ну, я насколько наслышан, ваша команда мотивирована. Как я понял, тут наблюдал за ней новый Галикак, будущий главный тренер, поэтому мотивация у Иркутска была гораздо выше. У нас уже все футболисты на чемоданах, мы сейчас до Иркутска долетаем, и все разъезжаются по домам, поэтому, я говорю, у Иркутска мотивация была гораздо выше. Наши так просто присутствовали на поле, а Иркутск играл, старался. Поэтому тут комментарии какие-то. Ну, приятно, конечно, что выиграли последнюю игру, тем более с таким крупным счетом. Честно, конечно, мы настраивались на победу, но что она будет такой, скажем так, голевой, я не ожидал. Все-таки Братск всегда команда крепкая, всегда упорная, и с ними особенно у нас игры были. Но сегодня мы, естественно, сами все видели, что переиграли, не просто по всем статьям, и забили больше, и еще не забили сколько, не знаю, какие там проблемы у Братска, там не все у них, видимо, хорошо, раз команда практически безвольно играла. Про это можно не писать, только что не безвольно играли. Самое главное, что наши ребята вышли с большим настроем именно на последний матч перед своими болельщиками и показали действительно футбол результативный, самое главное. Да, там видно было, что при счете 4-0, когда вышли в первом тайме, где-то я их хотя в раздевалке предупреждал, не расслабляйтесь. Не обязательный гол пропустили. Но это ничего страшного. Самое главное, что сегодня была победа. Поставили красивую, скажем, точку в этом чемпионате.